Все шеренги. Стройся. Направо. Громко и вдохновенно спеть строевую, пройти чеканя шаг, четко и безошибочно выполнить команды. 17 общеобразовательных учреждений столицы соревновались в строевой подготовке. Конкурсу предшествовала большая работа. Учащиеся 9-11 классов под руководством военруков активно тренировались, готовили единую форму для своей команды, выбирали название и девиз. Наша подготовка длилась около месяца. Начальная военная подготовка, наш военрук, кажется, Адам Бесанович, что я говорил прежде. И непосредственно он дал нам много новых знаний. И очень нам нравится то, что есть такие люди, которые занимаются патриотическим воспитанием детей. И это очень важно столь послевоенные годы, сложные для Абхазии. Мы готовились к этому мероприятию довольно долго, каждый день занимались по несколько часов. И мне кажется, это все пройдет не зря, и мы займем самое лучшее место здесь. Как только я узнала, что наш преподаватель собирает команду, я сразу же записалась, потому что для меня очень вся эта тема интересна. Мой дедушка участвовал в Отечественной войне, поэтому я посчитала себя обязанной принять в этом участие. А твоя семья как реагирует? Дедушка даже сказал, я очень тобой горжусь. Мама, правда, немножко скептически отнеслась к этому, но когда увидела наши тренировки, что у нас уже из этого всего вышло, то поддержала мою идею. Вот сестра здесь тоже рядом со мной стоит, болеет за меня. Дедушка сам не пришел? Дедушка, к сожалению, не пришел, ему не позволило здоровье, но он за меня болеет, я уверена. Больше видит по телевизору. Конечно. Конкурс строя и песни уже стал традиционным. Он нацелен на воспитание чувств патриотизма, пропаганды и популяризации военной службы и здорового образа жизни. Организатор конкурса – муниципальное учреждение столичной администрации управления образованием. На самом деле очень интересная тематика. Это патриотическое направление, патриотическое воспитание наших детей, насколько они чтят наших героев. Я думаю, что наше новое поколение будет знать наших героев, наших ветеранов. Дай Бог в преддверии праздника всем здоровья, мирного неба, и чтобы дети наши не знали, что такое слово «война». Среди больших школ первое место заняла 10-я школа, второе – 4-я. Бронза досталась 6-й школе. Среди маленьких победителем назвали 7-ю школу. Серебро и бронза достались 8-й и 12-й школам соответственно. Подобные патриотические акции посвящены героическому прошлому наших предков. Ведь никто не забыт и ничто не забыто. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.